Председатель Якутской городской думы Александр Савинов совместно с представителями окружной администрации, коммунальных служб и управляющих компаний города посетили дома на улице Жарницкого, 19, Пионерская, 15/1, Космонавтов, 4/1, Семена Данилова, 22 и Клары Цеткин, 14/1. Ряд территорий 17-го квартала Якутска необходимо приводить в порядок, так как их санитарное состояние не выдерживает никакой критики. Решить проблему может только комплексная застройка. Есть задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам тоже. Скажите, какая? И имеет место быть. Вот дом Жарницкого, 19, 600 тысяч задолженность. За 4 года хватит только одна квартира из 16. Есть такое дело. То есть, если сравнивать фактическую оплату и то, что мы производим, какие работы, да, вот, мы производим в разы больше, чем производится оплата. Нет, я согласен, да. Но я согласна, что тут антисанитария. С другой стороны, вы извините, да, вот за такие условия государство само нам должно доплачивать за то, что мы живем в таких условиях. Давайте мы хотя бы вот эти первичные меры сделаем, да? Первичные меры сделаем, а потом уже, наверное, надо уже конкретно с каждым домом, с каждой квартирой уже разговаривать, хорошо? Но сделайте, потому что бардак же страшный. И невозможно. Камыши и талые воды. Такие же проблемы существуют и в других округах Якутска – промышленном, строительном, Саисарском. По стандартам благоустройства они не должны отличаться от центра города. Решение, значит, смотрите, вот Сан Саныч конкретную установку дал, да, что это решение, правильное решение, единственное решение – это сносить дома. Ну, больше никак. А то, что временно сейчас мы вот тут пытаемся облагородить дворы, но это как бы вот жителям, может быть, пошли навстречу, тут вот, посмотрите, тут туалета даже нет у людей. То есть у нас цены растут, почему-то субсидирование падает, а естественно ветхое жилье не улучшается, же оно от этого лучше не будет, поэтому надо, конечно, догонять. Вот. Ну, зловонный запах убирать это что? Это техника, это люди. За это платят. В советское время, помните, наверное, это наши туалеты. Бригады ходили, долбили, говорили золотое дно. Вот. А сейчас это все как-то вот так позабылось. По многим домам 17-го квартала приходится вынужденно говорить о выгребных ямах и уличных туалетах. Поставить точку в этом вопросе способна только комплексная застройка территории. Но сделать это в один момент невозможно. Но и допустить, чтобы люди находились в подобных условиях, и дальше нельзя. Поэтому управе строительного округа дано поручение в течение недели навести порядок возле осмотренных домов. Работы будут обязательно проверены во время следующего объезда. Сегодня мы видим, что действительно вот по 17-му кварталу, по многим адресам мы говорим о выгребных ямах, о санитарных точках. Да? Но я считаю, это вынужденно. Мы сегодня об этом говорим. В течение недели повторный объезд сделаем, но этот бардак, конечно, надо убирать. Вот. Ну и, конечно, застраивать. Вот когда будем застраивать, будет комплексная застройка данных кварталов, тогда действительно будет порядок. Своим коллегам говорю о том, что действительно, наверное, какой-то человеческий подход должен быть, да? Нормальное, хорошее внимание. Вот, наши люди должны жить, поэтому в нормальных условиях. Конечно, мы не волшебники, одномоментно это не сделаем, но, по крайней мере, при утверждении бюджета мы эти приоритеты четко определим. И по содержанию деревянного фонда и так далее. При утверждении бюджета Якутска необходимо и дальше следовать направлениям, которые делают жизнь горожан более комфортной. На данный момент 300 домов вошли в перечень аварийных. Это здания, которые признаны таковыми после 1 января 2012 года. С 2019 года город войдет в федеральную программу. Из 3 уровней бюджета, включая региональный и местный, будут активно вкладываться средства в расселение жильцов таких домов.